Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных темах. Что с оружием? Капитан полиции Латыф. Нужно проверить сохранность вашего оружия. Какие нарушения нашли при комплексной проверке владельцев оружия, узнал Дмитрий Аренин. Шлагбаумы теперь и в лесах республики. У нас таких участков 25-30 участков вот этих шлагбаумов. От кого и ради чего так охраняют зеленые массивы в Лениногорском районе, выясняла Филюза Хамидуллина. Совместное заседание депутатов Госсовета Татарстана и Госсобрания Башкортостана. Два комитета очень важных, значимых для каждой республики решили собраться вместе и поговорить об самых актуальных вопросах, касающихся будущего образования. О резолюции, которую сегодня приняли парламентарии на тему родных языков, расскажет Салават Мухаммадулян. Ужесточить закон об обороте оружия в стране. Законопроект об усилении государственного контроля поступил накануне на рассмотрение в Госдуму. В Татарстане после трагедии в 175-й гимназии уже неделю идут проверки владельцев огнестрельного оружия. Полицейские посетили 2000 человек. За нарушение изъяли 40 единиц огнестрела. Провести комплексную проверку на заседании антитеррористической комиссии 11 мая поручил Рустам Минниханов. Какие нарушения уже обнаружили и большой ли арсенал на руках у татарстанцев, узнал Дмитрий Аренин. Добрый день, сотрудник Росгвардии, капитан полиции Латыф. Нужно проверить сохранность вашего оружия. Сегодня сотрудники Росгвардии пришли к охотнику Алексею Федорову. Мужчина владеет оружием уже около 30 лет. Дома хранится ружье и автомат. Прошу. Как показала проверка, все документы в порядке, оружие в сейфе, ключи только у владельца. Также мужчина установил дома сигнализацию и решетки на окнах. Пожалуйста, решетки. Как вообще относитесь к подобным проверкам? Я отношусь к этому сугубо положительно, потому что все эти мероприятия, они подряд держат в тонусе владельцев, не дают им расслабляться, потому что оставлять бесконтрольно дорого встать может. Всего за неделю в Татарстане проверили более 2000 владельцев оружия. За различные нарушения правоохранители изъяли и отправили на временное хранение 40 единиц огнестрела. В основном люди не уведомляли то, что переезжали с одного места на другое. Условия хранения оружия было нарушено на момент проверки. Там или супруга, или дети открывали оружие. В Татарстане сейчас почти 45 тысяч владельцев оружия, у которых на руках 72 тысячи единиц различного огнестрела. За нарушение правил хранения грозят штрафы и административная ответственность. Незаконное владение оружием без разрешительных документов карается уголовной статьей. Законопроект об ужесточении оборота оружия накануне уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Эти поправки обсуждались на совещании Владимира Путина с членами правительства в четверг. Нам необходимо также совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Я понимаю, что это и очень дорого, и длительный срок. Тем не менее, это необходимо делать в свете того, что сейчас происходит. Представьте мне свои предложения в письменном виде, с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех этих вопросов на ведомственном и экспертном уровне. Как можно быстрее. Планирует повысить возрастной ценз для владельцев оружия до 21 года, ужесточить требования для получения охотничьего билета, а полномочия по выдаче справок закрепить только за государственными клиниками. Дмитрий Аренин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Еще двое учеников 175-й гимназии обратились в ДРКБ за медицинской помощью. Но госпитализации им не потребовалось. Всего же в стационаре сейчас находится 13 детей. Их состояние оценивают как стабильное. Двоих мальчиков 8 и 9 лет выписали домой в удовлетворительном состоянии. В Москве сейчас находятся 8 пострадавших, 5 детей и 3 взрослых.
Как стабилизировать эмоциональное состояние и снять стресс? Эксперты продолжают давать полезные советы родителям и детям, которые оказались в трудной ситуации из-за трагедии в Казанской гимназии. Врач-психолог Хасай Алиев показал несколько упражнений, как снять нервно-мышечные зажимы и вернуть состояние душевного покоя. Как отметил директор специализированных программ Московского центра защиты детей от стресса Алексей Захаров, нужно, чтобы человек проявил о ком-то заботу. Свобода тела и свобода мыслей соединяется, противоречие между ними уходит, и на шкале стресса вы заметите, как опускается напряжение. Вот это шалтай-болтай можно делать вот так просто. Что это может быть самое разное. Можно просто посидеть рядом, соприкасаясь, тактильно соприкасаясь с человеком. Этого может быть достаточно. Уже прошли 4 таких прямых эфира. В ближайшее время состоятся еще 3. Они находятся на всеобщем доступе. Записи любой родитель может посмотреть на портале правительства Татарстана и на YouTube-канале пресс-службы президента. Также работает телефон горячей линии. 10-летний мальчик, которого стая собак едва не растерзала в поселке Осиново Зеленодольского района, пошел на поправку. Его сейчас готовят к выписке, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения. Напомним, 29 апреля ребенка срочно госпитализировали в ДРКБ. Он был в реанимационном отделении. Благодаря сработке пожарных извещателей из горящего дома в Альметьевске спаслись 3 человека. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Также накануне, но уже в Мамадышском районе, огонь уничтожил дом, где проживали женщина и ее 3 детей. В Балтасях сгорели 2 бревенчатых частных дома и надворные постройки. В результате пожара пострадал хозяин дома. С ожогами 70% тела, он госпитализирован в ЦРБ. С начала года в Татарстане произошел 2501 пожар, в результате которых пострадали 76 человек, погибли 91, в том числе 2 детей. Походы в лес жителям республики пришлось отложить. Сейчас путь в леса федерального значения преграждают шлагбаумы. На входе объявление о противопожарном режиме и круглосуточном дежурстве. Также ограничения будут действовать до начала июня. Их продлили из-за аномальной жары. Как в условиях таких охраняет лесной фонд, увидела Филюза Хамидуллина. Юрий Макаров каждый день выходит в леса, чтобы проложить противопожарные полосы. Приступили к работе утром. Работаем без обеда, без выходных. Чем ближе к лесу, будет лучше. Нужно пройти за сегодняшний день 7 километров. Такие полосы в Шугуровском лесничестве прокладывают каждый год, и все, чтобы защитить лес в случае пожара. В этом году протяженность защитных линий свыше 30 километров. Минерализованные полосы в основном это искусственные барьеры противопожарные путем минерализации грунта. Для лесников всей республики сейчас готовность номер 1. Нужно защитить леса от пожаров. Для этого испахивают вот такие полосы возле хвойных насаждений и лесополос. Ширина должна быть не менее 1,5 метра. Так риск распространения огня минимизируется. Усиленно работает и патруль. На круглосуточном дежурстве каждый лесничий осматривает леса вдоль сел и автомобильных трасс. У каждого свой график и маршрутная карта. Мы патрулируем каждый день. У нас есть намеченные маршруты. Вдоль лесов ездим, смотрим, чтобы не было никаких там нарушений, чтобы не было там возгораний. Там, если дым что-то, сразу там звоним туда ПХС. Это место у нас любят грибники и молодежь. Пока им путь перекрыли, во всех лесах республики, словно грибы, выросли шлагбаумы. Шлагбаумы ставятся обычно вдоль дорог. Обычно, где неухоженная земля, молодежь там ездит. Поэтому и закрываем. У нас таких участков 25-30. Из-за аномальной жары в лесах объявили высокий класс пожарной опасности. За нарушение правил штрафы до 5000 рублей для граждан и до 500 000 юрлицам. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. С 31 мая в России стартует основной этап сдачи ЕГЭ. Сколько стоят услуги репетитора? Насколько эта сфера развита в Татарстане? И почему математика дороже русского? Интернет-газета «Реальное время» изучила рынок услуг. Читайте сегодня.
В Татарстан с рабочим визитом прибыла делегация из Узбекистана. В Казанском Кремле гостей принял Рустам Минниханов. Провел небольшую экскурсию по территории музея-заповедника. Хаким Ташкента изучает опыт республики по созданию и развитию общественных пространств, парковых зон и скверов. Делегация уже посетила Горкинско-Аметьевский лес, бульвар «Белые цветы», экстрим-парк «Урам». В Национальной библиотеке им презентовали стратегию развития прибрежных территорий реки Казанка. Команда президента Мирзиева очень много строит, модернизирует, привлекает инвестиции. Ну и, конечно же, создание условий для населения, чтобы Узбекистан и так он очень гостеприимный, комфортный. А если еще немножко посмотреть вопросы, которые связаны с пространством, благоустройством. Внедрение таких технологий, как умный город, и опыт сферы ЖКХ, также выражаем интерес в перспективном сотрудничестве осуществления в реализации программы развития управления многоквартирными домами «Наш двор». Роль родного языка в развитии диалога культур. Об этом сегодня говорили на совместном заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Оно прошло в Актанышском районе на границе Татарстана и Башкортостана. Как был выстроен диалог, как будут взаимодействовать парламентарии и как намерены сохранять и развивать родные языки. Из Актаныша Салават Мухаммадуллин. Музей – это имени Шарипа Шаймиева, отца нашего первого президента. В гостях у Бабая. Встреча депутатов татарстанского и башкирского парламентов прошла на родине Ментимира Шаймиева в селе Аняково. Сначала краткий экскурс в историю, затем фотографии у памятника и посещение дома-музея Шарипа Шаймиева. Все замечательно, очень теплый прием. Считаем, что правильное решение, что два комитета очень важных, значимых для каждой республики решили собраться вместе и поговорить об самых актуальных вопросах, касающихся будущего образования и такой важной составляющей образования, каким является национальный язык. С таким настроем депутаты отправились в Актаныш. Символично, что их встреча проходит на границе республик. Вот наши баянисты, гармонисты. У Татарстана и Башкортостана много общего. Один из столпов – схожая культура. И перед заседанием депутаты сегодня заглянули в театр на спектакль по роману Нурихана Фаттаха «Итиль. Река течет». От культуры к образованию. Свои разработки гостям представляет учащиеся Актанышской гимназии-интерната для одаренных детей. Здесь и своя телестудия, и татарский яралаш, проекты в соцсетях, и настольные игры собственного производства. Главная повестка дня совместного выездного заседания – роль родного языка в развитии диалога культур. Сила наша во взаимодействии, во взаимосвязи, взаимной поддержке и вместе в родной большой огромной стране Российской Федерации мы многое можем решить за счет нашей дружбы, согласия и мира. Председатель Курултая Башкортостана начал свое выступление с соболезнований в адрес татарстанцев. Всех потрясла трагедия в Казанской гимназии. Константин Толкачев отмечает, республика поддерживает Госсовет Татарстана в инициативе по ужесточению оборота оружия. При этом добавляя, что школы нуждаются не только в усилении безопасности. Поддержки требует и сам процесс воспитания, особенно в системе национального образования. Доходит до того, что дети не хотят и даже стесняются говорить на родном языке в общественных местах. Нам необходимо противодействовать этому негативному явлению, сохранять самобытность наших народов, создавать благоприятные условия для изучения и сохранения родных языков. Это общая задача семьи, школы, органов государственной власти. Для повышения роли родных языков депутаты пришли к следующим решениям. Продолжить взаимодействие между парламентами, развивать сотрудничество министерств по образованию. Мы всегда открыто делились, обменивались опытом, друг к другу ездим на обучение, и это очень ценно. Также парламентарии предлагают развивать культурное сотрудничество. Вместе организовывать национальные праздники, налаживать диалог через дома дружбы и ассамблеи народов, создать межвузовский совет по изучению родных языков и научно-исследовательскую группу при академиях наук двух республик. Высшим учебным заведением, расположенным на территории Республики Татарстан и на территории Республики Башкортостан, который занимается вопросами подготовки прежде всего учительских кадров,
вопросами лингвистики, сохранения родного языка и собственной идентичности, создать соответствующие совместные рабочие группы. Задача и творческим союзам, чтобы они поддерживали родные языки и самобытную культуру народов. Для нас тем более это актуально, поскольку президент нашей республики объявил этот год годом родных языков и народного единства. Это впервые такое объявление, и из этого вытекают задачи всех органов и уровней власти Татарстана. Вот сегодняшнее общение с коллегами из Башкортостана показывает, что они тоже инициативны и неравнодушны. По итогам заседания депутаты приняли резолюцию на тему роли родных языков в развитии диалога культур. Ее содержание стало общей задачей от парламентариев обеих республик. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Актанышский район. Институт языка, литературы и искусства Академии наук Татарстана представил научные труды о наследии татар, проживающих в Башкортостане. Это книги, изданные в этом и прошлом году. Они посвящены говорам татар Башкирии и отдельных районов с компактным проживанием наших соотечественников, их культуре, обычаям и истории. Ученые во время экспедиции изучали фольклор и особенности языка, сохранившиеся рукописи, надгробные памятники. Я бы сказал, handmade. Ручная работа полностью. То есть они не собраны где-то в кабинетах, где-то не выдуманные. Все эти труды, они собраны нашими сотрудниками пешком на своих ногах. Они путешествовали в экспедициях, ездили в экспедиции, работали с населением, собирали материал по крупицам. Трехтомник о фольклоре татар Башкортостана во всем его жанровом разнообразии. Новая серия книг об эпиграфических памятниках в разных деревнях. Почти 900-страничный двухтомник о селе Стерлибашево с его знаменитой медресе. Институт изучает историю и наследие татар по всей стране и даже за рубежом. Республика Башкортостан – одно из масштабных направлений. Все издания можно найти в одном месте на сайте Академии наук в разделе «Ияли». Мы знаем, что там более миллиона татар проживают в республике, во многих районах республики, поэтому еще с 60-х годов, последнее время тоже, много проводились экспедиции. И вот здесь как раз представлены все эти материалы. С 1 июля семьи, где родитель в одиночку воспитывает ребенка, будут ежемесячно получать по 5650 рублей. Напомним, о такой мере поддержки Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному собранию. Выплаты будут получать родители-одиночки, воспитывающие детей от 8 до 16 лет и имеющие на руках решение суда об уплате алиментов. Либо те, у кого в свидетельстве о рождении детей в графе «папа» или «мама» стоит прочерк. Кому что положено, нюансы еще уточняются. Проект указа сейчас на рассмотрении в правительстве страны. Сейчас партия «Единая Россия» добивается ужесточения наказания за неуплату алиментов. Законодательные изменения должны рассмотреть Госдума. То, что эта инициатива поддержана со стороны нашего президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, это свидетельствует о том, что все-таки вот эта категория детей, эта категория семей будет иметь систематическую помощь в виде тех алиментов, которые положены на этих детей от горе-родителей. Временную поддержку женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Казани оказывает центр «Мамин дом». Для многих из них алименты – единственный источник финансовой поддержки. Сейчас в «Мамином доме» проживают 4 женщины с маленькими детьми. С ними работают психологи, юристы, соцработники. За 6 лет центр поддержки помог тысячам малышей и более 700 женщинам. Чувствую себя в безопасности, то, что я знаю, то, что тут и с ребенком ничего не случится, со мной ничего не случится, будет, все хорошо будет. Женщины зачастую остаются одни, с детьми, без поддержки мужей, отцов детей, справляются как-то. И вот когда не справляются, они попадают к нам на временное проживание. Мы работаем с ними работает психолог, с ними работает специалист социальной работы, при необходимости оказываем юридическую помощь. В Татарстане продолжаются активные встречи участников праймерис «Единой России» с жителями республики. Накануне встреча состоялась в Сабинском районе. Развитие агропромышленного комплекса, раздельный сбор мусора, жизнь молодежи на селе. Вопросы жителей разные, впрочем, как и программы кандидатов в кандидаты. Каковы итоги встречи в Сабинском районе, расскажет Ильгиз Шакуров. Для участия
нашей встрече подали заявки 6 кандидатов. 6 кандидатов выступают в алфавитном порядке, каждому по 3 минуты. Рассказывают о себе и о своей программе, далее отвечают на вопросы сабинцев. Как вы видите развитие агропромышленного комплекса нашей республики? Ирек Богуславский, отвечая на вопросы, отметил, все проблемы нужно решать через программы господдержки, льготы и субсидии. Вся программа действующего депутата Госдумы основана на развитии экономики. Нам надо обратить, я считаю, внимание, наверное, больше на технологии, которые позволяют увеличить производительность и урожайность. Что делать с этими пластиками, что делать с этими пакетами, как их утилизировать, и надо ли выделять эти дополнительные средства. Проблема мусора актуальна не только в больших городах. На вопрос об утилизации отходов отвечает Илья Вольфсон. По его мнению, необходимо полностью перейти на раздельный сбор мусора. В первую очередь надо начинать с себя, своим примером, объяснять, работать с детьми, даже с детских садов, специальные программы. Конечно, повышать требования к производителям. Как удержать молодежь в деревне? Такой вопрос прозвучал в адрес почти всех кандидатов. Глава Аксубаевского района Камиль Гилманов перечислил целый ряд решений этой проблемы. Строительство жилья, как я уже сказал, для молодых семей. Это главное. Если мы сегодня жилье строим даже в районных центрах, это, конечно, неправильно. Строить на население непосредственно, где вот живет молодежь. Во-первых, создать имидж рабочей профессии. Чтобы молодежь оставалась на селе, нужны рабочие места. Об этом говорит Марина Сагдеева. Сегодня она одна из самых молодых кандидатов в ряду политических тяжеловесов. У рабочих должны быть достойные зарплаты, потому что этот труд, он достаточно серьезный. И плюс к этому хочу еще отметить один фактор. Ведь во многих рабочих профессиях вредность заменили денежным эквивалентом. А денежный эквивалент не такой-то и большой. А вредность она приносила что? Это какие-то дотации и плюс ранний выход на пенсию. Два кандидата, депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин и его помощник Раиль Шамсуддинов, выступали на татарском языке. Также поднимали вопросы экологии и роста цен. Несмотря на сложную экономическую ситуацию во всем мире, программа будет полностью завершена. На встрече с сабинцами также обсудили реализацию президентской программы «Наш двор» и рассказали о голосовании за объекты благоустройства. Серия таких встреч выходит на финишную прямую. Это был один из последних диалогов с участниками праймериз «Единой России». Уже с 24 мая в республике начинается предварительное голосование. Ильич Шакуров, Игорь Романов, ТНВ, Сабинский район. На сентябрьские выборы в Госдуму около 6 тысяч наблюдателей планирует направить Общественная палата Татарстана. Под ее эгидой за ходом голосования проследят представители общественных организаций республики. С рядом из них сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве. Это объединение юристов, волонтеров, многодетных семей. В ближайшее время добровольцам, общественникам предстоит пройти обучение. В течение нескольких дней специалисты расскажут о выборном законодательстве и объяснят, как действовать на избирательных участках в тех или иных ситуациях. Образовательные кейсы наработанные, все наблюдатели, конечно, поскольку связаны с ответственнейшей работой, обеспечением легитимности, прозрачности выборов, защиты прав избирательных. Региональное отделение Ассоциации юристов России ежегодно осуществляет функции по обучению наблюдателей на избирательных кампаниях. В этом году мы также подключились к этой работе. Ограничены в возможностях, но не ограничены в таланте. Так говорят об участниках республиканского фестиваля детских театральных студий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Театр All Inclusive». Он прошел сегодня в Казани при поддержке благотворительного фонда «Акбарс Созидание». На сцене и в зале смех и слезы. Искренность и мастерство особенных актеров вызывают восхищение как у профессионалов, так и у обычных зрителей. Сегодня они на настоящей театральной сцене. До этого репетиции и мастер-классы от профессионалов. Забыть о недуге и раскрыть свой талант. Такую возможность дает социальный проект «Театр All Inclusive». Я хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех неравнодушных людей, которые помогают нашим особенным детям раскрепоститься, раскрыть себя. Перед жюри непростая задача – выбрать лучшую постановку. Ведь в каждый номер вложена душа и труд каждого маленького артиста. Поэтому проигравших нет, все коллективы получили памятные призы и подарки. Это ответственность сцены. Они стали более взрослыми. И старались каждый из них не подвести друг друга. Главный подарок, который получили сегодня взрослые – видеть счастливые лица маленьких артистов, для которых нет границ. Светлана Звонарева, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Казань.
Четвертый раз в России, третий в Казани. В эти минуты в деревне Универсиада стартовал Всероссийский фестиваль студенческого спорта. В программе не только спортивные состязания, но и круглые столы о развитии студенческого спорта. И с нами на связи сейчас Лина Зинатуллина. Лина, здравствуй. Много ли юных спортсменов объединило это мероприятие? В чем они будут соревноваться? Алексей, добрый вечер. Как видите, церемония открытия фестиваля студенческих спортивных клубов в самом разгаре. Сейчас представляют болельщиков клубов. На этот раз в Казани 2000 участников этого фестиваля. О его особенностях мы уже расспросили организатора. Напомню, Ассоциацию студенческих спортивных клубов в России возглавляет двукратная олимпийская чемпионка Елена Исенбаева. Давайте послушаем ее. Желающих принять участие в этом году в фестивале ССК гораздо больше, и нам даже пришлось сделать жесткий отбор. Там желающих было более 3000 человек, но, к сожалению, формат вмещает в себя 2000 участников, но нас это, несомненно, радует. Во-вторых, после прошлогоднего фестиваля был такой мощный импульс к созданию новых ССК, и вот сегодня на Координационном совете мы приняли еще 61 спортивный студенческий клуб в наши ряды. В программе фестиваля виды спорта популярны именно в студенческой среде. Баскетбол, волейбол, регби, бадминтон, настольный теннис и, конечно, киберспорт. Праздник спорта, этот праздник юности продлится 4 дня. Среди участников разыграют грант в 10 миллионов рублей. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо, Лина. И наш выпуск на этом тоже завершается. Больше новостей в наших социальных сетях, ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго и до встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Время прогноза погоды на нашем канале. И традиционно начнем с полезной информации. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги? Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка. Подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. В Татарстане по-прежнему экстремально жарко. Температурный фон на 9-10 градусов выше нормы. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево жара начнет сбавлять обороты. Но пока это мало заметно, без осадков и плюс 27-29. Все так же жарко в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. И здесь ждать осадков не приходится, плюс 29. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше рекордно жарко и сухо, плюс 27. В Арске, Кукмаре и Балтаси безоблачно, без осадков и плюс 28. Температура очень высокая в Болгаре, Дрожжином и Буинске, без существенных изменений. Ясно, днем до плюс 31. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше осадки также не наблюдаются. Жаркая погода сохранится, ветер усилится, плюс 30. Лекарственный препарат Благир-3 помогает устранять проявление аллергии. Принимается при первых симптомах, не запивая водой. Таблетки Благир растворяются во рту. Сироп Благир помогает справляться с аллергией детям с 1 года. Благир-3 действует в течение суток. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани все так же ясно и без осадков. Ночью температура около 20 тепла, а днем плюс 29-31 градус. Ветер восточный, порывистый. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 35%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.